Ассаляму алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хабер-Яр. В студии для вас работает Асан Абилаев. Сегодня в нашем выпуске. Прием граждан председателя Госкомнаса Заура Смирнова. Радостное событие для жителей Сакского района. 4 человека из числа реабилитированных стали хозяевами новых квартир. Семья Рамазановых из села Давыдовка Симферопольского района остро нуждается в жилье. В Симферопольской городской администрации прошло очередное совещание. С 1 июля плато Айпетри снова открыли для посещения жителей и гостей полуострова. С территории плато продолжают вывозить скопившийся мусор. Его осталось мало. Как уверяют власти, торговля на Айпетри вестись не будет, пишет РИА Крым. На Айпетри также запущена канатная дорога, которую временно закрывали из-за сносов строений. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов провел очередной личный прием граждан. Было рассмотрено более 28 обращений от жителей разных городов и районов республики. С какими вопросами обратились жители, знает наш корреспондент Султания Истакаева. Неджиде Меметова приехала из Нижнегорска. Более 10 лет стояла в очереди на получение земельного участка. Счастливый день настал. Получила распоряжение на участок в селе Мирное. Однако в документах оказались ошибки. В течение 2 месяцев недочеты были исправлены. И сегодня Неджиде Ханым получила новое распоряжение. Теперь может приступать к оформлению участка. Аллаха шукур, мы получили участок. Спасибо большое. Исправили ошибку. Была ошибка, вот исправили ошибку. Будем сметался строиться. С такой же проблемой столкнулся и Эдем Аметов. Эдем считает, несмотря на ошибки, новое распоряжение выдали быстро. С учетом того, сколько было ошибочных заявлений, то довольно-таки быстро. Не очень. Думал, что будет дольше. Исправили и выдали уже действующее решение. Теперь можно дальше получать участок. Председатель Госкомнаса Заур Смирнов отметил, что в последнее время очень остро стоял вопрос с допущением технических ошибок в распоряжениях, в которых предусматривается выделение участков в селе Мирное. По словам Заура Смирнова, на сегодняшний день ситуация решена. В распоряжение внесены необходимые изменения, все данные уточнены, и вот сегодня уже люди приходят, получают свои распоряжения о выделении земельных участков, поэтому все, кто сталкивался с этой проблемой, могут приходить, это порядка 300 человек, и эта ситуация решена. Самыми актуальными вопросами, с которыми обращаются граждане, это получение единовременной материальной помощи, улучшение жилищных условий, получение гражданства Российской Федерации и справок о реабилитации. Как заявил председатель Госкомнаса Заур Смирнов, все обращения детально рассматриваются и по каждому даются разъяснения согласно законодательству. Стоит отметить, такие приемы дают возможность органам власти оперативно реагировать на возникающие острые социальные, экономические, правовые и даже бытовые проблемы. Председатель Госкомнаса осуществляет прием граждан дважды в месяц, первый и третий четверг месяца. Султания Истакаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Радостное событие для жителей Сакского района. 4 человека из числа реабилитированных граждан стали хозяевами новых квартир. Жилье было выделено в рамках федеральной целевой программы. Наш корреспондент Алиме Кайбулаева отправилась к новым жильцам и пообщалась с ними. О собственном жилье эти люди мечтали уже давно. Кто-то верил и надеялся, а кто-то уже был в отчаянии. У каждого из них своя история, но проблема одна – нет собственного жилья. Но сегодня для них большой праздник. Благодаря федеральной целевой программе и указу президента Российской Федерации Владимира Путина о реабилитации эти граждане стали обладателями квартир. Я думаю, что люди еще получат у нас квартиры на следующий год. В прошлом году было 9 квартир. Вот 4 ключи от 4 квартир мы сегодня вручили уже. Программа работает. Нашему президенту очень благодарна, что люди, на самом деле, эти программы, они делают людей счастливыми. В торжественной церемонии вручения ключей принял участие член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Эскиндер Белялов. Он поздравил жильцов и отметил, что за короткий срок немало жителей района стали обладателями собственных квартир. Я хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации за отношение к депортированным гражданам и народам, которые подверглись репрессии. Строятся школы, строятся детские сады, делаются дороги, строится мост. Но именно что касается депортированных граждан, вот сегодня в Сакском регионе именно такое радостное событие. Еще несколько семей
вы сами видели, получили ключи от квартир. Человек, который ждал этой квартиры 28 лет, я думаю, это очень большой срок. Но все-таки с приходом Российской Федерации эти люди начали получать долгожданное свое жилье. Заведующий сектором по вопросам межнациональных отношений администрации Сакского района Мустафа Максудов рассказал, что сейчас формируется список граждан из числа реабилитированных, которые нуждаются в обустройстве. В администрации Сакского района сформирован общий список по Сакскому району. По Сакскому району, значит, 24 сельских поселения предоставляют свою информацию граждан из числа реабилитированных народов Крыма. Данный список формируется в администрации Сакского района, после чего передается в Государственный комитет по делам межнациональных отношений. Согласно общему списку, согласно очередности, гражданам выкупается жилье. Данная работа проводится ежеквартально. Один из счастливых обладателей квартиры – Серан Халилов. Без собственного жилья он жил 27 лет. По сей день он жил в общежитии в неблагоприятных условиях. Теперь с радостью готовится к переезду в новое жилье. Спасибо Мустафе, вот позвонил и порадовал нас. Конечно, нам очень тяжело, внуки растут, остальные дети хотят жениться, но вот проблема жилья всегда нас беспокоила. А вот Гуляра Бекмамбетова получила ключи от однокомнатной квартиры. Здесь хозяйкой будет ее тетя, 98-летняя Зишан Казакова. Очень у нее такой возраст, конечно, уже преклонный, что она передвигается тяжело. Ей было очень тяжело приехать сюда. Конечно, она очень рада, горда, что она получила квартиру, довольная. Всем рассказывает уже, что ей квартиру дали. Теперь счастливые обладатели квартир готовятся к переезду в свои новые дома. Алимия Кайбулаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Семья Рамазановых из села Давыдовка Симферопольского района, проживающая в садовом товариществе «Юбилейный», остро нуждается в жилье. Около 15 лет мать-одиночка стоит на квартирном учете, добивается временного жилья, так как их дом находится в аварийном состоянии. Обращения в различные инстанции оказались безрезультативными. Нечеловеческие условия проживания вынудили обратиться за помощью нам в редакцию. Все подробности расскажет наш корреспондент Айше Шулакова. Пол кирпича без фундамента и чердака, ветхими окнами и цементным полом кладовка летнего варианта после многолетних скитаний по съемным квартирам стала постоянным жильем для семьи Рамазановых. Времянка общей площадью 20 квадратных метров поделена на две жилые зоны – кухню и спальню. Очень тесно. Где кушаем, там же и спим, там же и учатся. Даже к порогу там входная дверь, даже ни прихожки, ничего нету. Зоре Рамазанова мать-одиночка, воспитывает дочь и сына. Из-за отсутствия элементарных условий во времянке ее дети часто болеют. Природного газа нет, обогреваются буржуйкой, а готовят на электроплите. Из-за постоянной сырости на стенах появляется плесень, а одна и вовсе полуразрушена. Основная стенка вот поперек, она вся отъехала. И мы ее заклеили вот этим вот пеной сверху, и она все равно отходит, когда земля садится, и здесь у нас щель, прям полностью и до конца этого угла. Виден двор соседа. Прямо на улицу. Рамазановы все вещи хранят на улице в сооруженных из частей мебели пристройках. Там же находится туалет и душ. В холодное время набираем ведрами кипятка, и дети, как моржи, заболеют, не заболеют, вынуждены купаться в таких условиях, потому что другого выхода у нас нет. Здесь у нас просто летняя натянутая вот эта брезентная ткань, где действительно можно простыть. Несмотря на тяжелое материальное положение и жилищные условия, дети Зори Ханым трудолюбивые и целеустремленные. Учатся хорошо, оба занимаются спортом и занимают призовые места. Нам очень тяжело. Мы сами с мамой делаем дома ремонт, штукатурим. Вплоть до того, что мы в этом году с мамой замазывали трубу, потому что у нас протекал потолок. Уже 2 года у нас в стене щель. Зоре Рамазанова 8 лет стоит на квартирной очереди на получение жилья как депортированная. Поэтому они остро нуждаются во временном жилье. Из-за того, что участок находится на территории садового товарищества, они прописаны в общежитии по улице Житкова в Симферополе. Однако жилья в нем не предоставляют, так как нет свободных комнат.
была собрана комиссия, было проведено заседание и принято решение, что вам предоставят комнату, но только в том случае, если будет свободная комната. То есть, если нет свободной комнаты, нас не будут отсюда экстренно переселять в другое место жительства. Сколько нам ждать? Вдруг завтра все развалится и упадет на нас. В конце декабря прошлого года отделом межнациональных отношений администрации Симферополя была организована комиссия для обследования жилищно-бытовых условий Зоре Рамазановой, в состав которой вошли представители Горсовета и отдела межнациональных отношений Симферопольского района. Материалы обследования были переданы на рассмотрение жилищной комиссии при администрации города Симферополя. И 10 февраля 2017 года члены жилищной комиссии единогласно проголосовали и приняли решение предоставить Рамазановой Зоре с семьей комнату в одном из общежитий города Симферополя при наличии свободных мест. И в настоящее время проводится процедура определения этой свободной комнаты для предоставления семьи Рамазановой. Этот вопрос на контроле не только руководства администрации, но и депутата Государственной Думы Александра Исмаиловича Бальбека. В данный момент идет процедура определения этой свободной комнаты. В администрации Симферополя заверили, что этот вопрос вполне решаем. И в скором времени у семьи Рамазановых появится жилье. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В Симферопольской городской администрации прошло очередное совещание, на котором обсудили все проблемные вопросы столицы. Прозвучали доклады о проделанной работе в части земельных вопросов, ремонта дорог, отопления и вывоза мусора. Подробнее в следующем сюжете. Руководитель департамента развития муниципальной собственности Инна Смаль в ходе доклада рассказала, что администрацией города принято решение о предоставлении в собственность 310 земельных участков, а также принято порядка 360 заявлений граждан о включении в список очередности на получение земельного участка в собственность бесплатно. Ну а для тех, кто не мог оформить земельные участки в гаражно-строительных кооперативах, уже есть хорошие новости от администрации. По состоянию за первое полугодие администрацией города заключено 330 договоров аренды земельных участков, 38 договоров муниципального имущества и 53 договора безвозмездного пользования. Государственным советом планируется внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Крым с целью разрешения проблем оформления земельных участков гаражно-строительных кооперативов, расположенных на территории республики. Стоит отметить, что со вчерашнего дня аварийные участки дорог стали ремонтировать. Ежедневно дорожные службы получают 50 тонн асфальта, это порядка 450 квадратных метров, и используют его в целях улучшения дорожного покрытия. Уже вчера одной из подрядных организаций была отремонтирована улица Садовая. Точного списка улиц, на которых заделают рытвенные выбоины, пока нет. Однако в администрации уверили, опасные участки дорог будут устранены. Сейчас совместно со службой автомобильных дорог по поручению вице-премьера городу Симферополю выделяется около 500 тонн асфальтобетонной смеси для выполнения работ по устранению аварийно опасных участков по улицам города Симферополя. Обсудили и проблему вывоза мусора, а именно ответственные почему-то искали ответ на вопрос, сколько все-таки нужно платить за эту услугу жителям квартир и жителям частных домовладений. Энвер Аблязис, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». В Симферополе состоялся вечер памяти организатора первого председателя Крымского общества крымчаков Крымчахлар Вениамина Михайловича Ачкенази. У крымчан и гостей полуострова была возможность посетить мероприятие и познакомиться с деятельностью талантливого ученого. Вениамин Ачкенази посвятил жизнь своему народу, сохранению истории, объединению своих соплеменников, популяризации знаний о прошлом и настоящем крымчаков. Он вошел в историю культурного просветительского общества Крымчахлар как его организатор и первый председатель. Для того, чтобы наши дети, наши внуки помнили о наших отцах, о наших детях и помнили о культуре своего народа. И старались больше принимать участие в жизни нашего народа. И когда появятся у них дети, у наших внуки, чтобы они могли привезти сюда и сказать, вот это мой дедушка, это мой прадедушка, это моя мама, и узнать в наших предках своих родственников. В Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия состоялась выставка под названием «Аджаиб Нагмелер». На выставке посетители могли ознакомиться с различными крымско-татарскими инструментами, такими как дарье, кавал, скрипка и другие. Окунуться в мир музыки удалось и нашей съемочной группе. Начало мероприятия с исполнением песни «Тувак». Заслуженный артист Крыма Рустем Меметов посвятил эту композицию родному городу Алуште. Yar seversem
Отдельный раздел посвящен одному из самых любимых среди крымско-татарского народа музыкальных инструментов – скрипке. В частности, в экспозицию вошли скрипки известных народных музыкантов – Энвера Шерфединова, Люмана Сиджелилова и музыкальные инструменты Кабула Ситвелиева, Рисуля Халилова, Расима Юнусова, а также скрипка, изготовлена молодым мастером музыкальных инструментов Дилярой Абдурешитовой. В этой выставке представлено очень много коллекций непосредственно из фондов музея и также частными лицами представлены. Я думаю, это будет интересно зрителям посмотреть на эволюцию, развитие нашего музыкального инструмента, как ударные, там, струнные инструменты, представленные на выставке. И я думаю, это частица, сохранившаяся. На самом деле, это такой пласт большой, музыкальное искусство крымско-татар, что это только начало исследования направления как инструменты и музыка, и изобразительное искусство. Это, я думаю, вот это неразделимое, если будет продолжено музеем и исследовано, я думаю, будет очень интересно для нашей истории непосредственно, ну так и для будущих поколений. Дополнили экспозицию своими работами и художники, которые представили картины с изображением празднеств. Здесь можно было увидеть крымских татар, которые играют на традиционных музыкальных инструментах. Художник Энвер Изетов рассказал, что такие мероприятия вдохновляют. Я хочу сказать про своего отца, что он был уникальный человек, что очень много чего сделал для народа. А скрипки он делал, это просто мастер от Бога. Это не каждому дано. Я хоть мастер, я только ремонтирую, но он их с нуля делал. Вот я подарил его скрипку, чтобы он был в памяти народа. Вот она лежит перед вами. И хочу сказать, что такие люди в 100 лет один раз рождаются на этом свете, потому что такие люди талантливые редко бывают, и он действительно достояние нашего народа считается. Экспозицию можно посетить в течение месяца, а следующая выставка будет посвящена турецким национальным инструментам. Мухаммед Зикиряев, Эрвин Амиралиев, телеканал Миллет. Праздничное настроение уже неделю царит на полуострове. В этом году во многих районах Крыма массовые мероприятия устраивают для самых маленьких соотечественников. В микрорайоне Фонтана Ураза Байрам отмечали концертом, фейерверками, ну и, конечно же, традиционными угощениями. Для детей микрорайона Фонтана организаторы подготовили увлекательную программу. Хорошее настроение и теплая атмосфера царили на протяжении всего вечера. Организатор мероприятия Элеонора Гордже уже не первый год устраивает такие праздники для своих соотечественников. Отмечает, в праздничные дни совершать благие дела для детей только в удовольствие. Праздник, в принципе, уже закончился, уже неделю как закончился Байрам, но район еще празднует, народ еще празднует. Дети готовы праздновать такой праздник каждый день. Цель проведения этого праздника – сплочение народа, сплочение всех нас, чтобы наш народ знал, чтобы жители, дети с малых лет знали, для чего празднуется этот праздник, для чего он проводится. На праздник пожаловали и гости. Член правления организации «Новая формация» Ибраим Ширин признается, приятно посещать такие мероприятия, здесь чувствуется дух народа и вкус родного праздника. Эти мероприятия показывают, что мы счастливы у себя на родине, что мы чувствуем себя комфортно у себя на родине. Это наша родина, это наш мир, и мы должны вместе его строить. Может быть, в будущем было бы хорошо пригласить и другие народы, посмотреть, как крымские татары у себя дома празднуют свои национальные, свои культурные, свои религиозные праздники. Тем самым мы показали бы, что Хадырлес – это общий праздник, но у нас и есть еще праздники, которые проходят в дворах, не менее общие, но и не менее объединяющие. И это очень важно для народа и очень важно для нашей республики. Здесь можно было угоститься национальными блюдами крымских татар и, конечно же, пуститься в пляс под ритмы народной хайтармы. Местные жители рассказывают, такие праздники только объединяют наш народ. Во-первых, поздравляем всех с праздником. Благодарим наших организаторов за предоставленный такой отдых для наших детей, для нас, за мероприятие очень хорошее. Это очень сближает всех, начинают больше общаться, узнают друг друга.
остались довольными праздником как сами дети, так и взрослые. Я думаю, это важно, потому что этот праздник, Урайза Байрам, и все дети, организаторы устраивают так, чтобы детям нравилось. Все дети любят такие праздники. Праздник завершил праздничный яркий фейерверк. Организаторы уверены, такие мероприятия станут традиционными. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Не переключайте телеканал Милет. До новых встреч в эфире.